коммуникации, одно из старейших и крупных структурных подразделений Казанского федерального университета. Я учусь здесь, потому что у меня много друзей и преподавателей, они носители русского языка. Для меня это очень полезно. 非常棒。Высшая школа национальной культуры и образования имени Тукая – это единственное структурное подразделение в Казани, где готовят специалистов в области татарского языка, литературы и тюркологии. Реалии современного мира требуют от молодого человека умения принимать нестандартные творческие решения. Именно этому мы обучаем наших студентов. Наши выпускники преподают русский язык в российских школах, в зарубежных школах, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом. Они представляют дипломатические службы, ведомства и конкурентоспособны и востребованы. Уважаемые абитуриенты, родители, учителя, коллеги. Сегодня у нас старт 2022 года. И этот старт у нас традиционно даст директор Института филологии и межкультурной коммуникации, доктор филологических наук, профессор Радиф Рифкатович Замалетдинов. Добрый день, дорогие наши абитуриенты, учителя, родители. Нам очень приятно сегодня видеть вас в стенах нашего Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета. Как коллеги уже отметили, мы сегодня запускаем уже приемную кампанию 2022. И я так понимаю, все вы проявляете интерес к программам, которые реализовываются на базе нашего института. Скажу несколько слов о нашем институте, потом коллеги, деканы высших школ, заведующие кафедрами вам более подробно, более конкретно еще расскажут, покажут, как мы живем, как мы реализовываем программы и что нового ждет вас, дорогие наши школьники. И я надеюсь на то, что это и наши будущие студенты. Институт филологии и межкультурной коммуникации – это один из крупных институтов Казанского федерального университета. У нас обучается около 5000 студентов, из них порядка 1000 – это студенты-заочники, остальные
обучаются в очном формате. Из этих 5000 студентов 1300 студенты иностранцы. У нас обучаются студенты из порядка 30 стран мира. Поэтому у нас очень интересный формат обучения и очень интересный контингент. Студенты обучаются в 3 высших школах. Высшие школы, они у нас как факультеты. Слышали, наверное, да? Обычно в вузах основные подразделения это факультеты, но у нас в нашем университете структура чуть иная, потому что сегодня в нашем университете обучается около 50 тысяч студентов. Поэтому институты – это большие такие подразделения, это своеобразные мини-вузы. И внутри наших институтов высшие школы. У нас, как я уже говорил, 3 высшие школы. Высшая школа русской и зарубежной филологии имени Льва Толстого. Мы в этой высшей школе готовим, как видно из названия, филологов в области русской и зарубежной филологии, а также готовим учителей для работы в системе образования по направлениям иностранные языки. Следующая высшая школа называется Высшая школа русского языка и межкультурной коммуникации имени Бадуэна де Куртена. Мы там готовим специалистов в области русского языка и литературы. В том числе именно в этой высшей школе у нас обучение проходят студенты-иностранцы. У нас очень большой сегодня интерес к изучению русского языка. Ну и в высшей школе русской зарубежной филологии достаточное количество иностранцев, которые интересуются программами в области иностранных языков. И 3-я высшая школа называется Высшая школа национальной культуры и образования имени Габдуллы Тукая. В этой высшей школе мы готовим специалистов в области татарского языка, литературы, музыки, изобразительного искусства. И последние 3 года мы готовим специалистов для работы в системе билингвального и полилингвального образования. Мои коллеги сегодня расскажут о каждой из этих программ. Если вы обратили внимание, в названии каждой высшей школы брендовые имена, они не случайно взяты. Абдулла Тукай, один из основателей татарского литературного языка, классик татарской литературы. Лев Толстой, может быть, кто-то и не знает, в свое время учился в нашем Казанском императорском университете. Бадуэн де Куртена, основатель Казанской лингвистической школы, тоже работал в нашем Казанском университете. Поэтому у вас есть все возможности для того, чтобы продолжить вот эти научные школы, те начинания, которые и тот фундамент, который заложили наши предки, и те начинания, которые они в свое время запустили. Сегодня День открытых дверей, с программой, я думаю, вы уже знакомы, она довольно-таки плотная. Мы постарались максимально, чтобы вы извлекли все необходимое для себя, для того, чтобы через несколько месяцев вы успешно сдали единые государственные экзамены, прошли вступительные испытания и стали студентами Казанского федерального университета. После нашей встречи вы встретитесь с экспертом в области русской литературы и вам расскажут, как готовиться к написанию сочинения. Далее деканы высших школ, заведующие кафедрами, расскажут о новых программах, о программах, которые реализовываются у нас. Далее вам покажут наш институт, аудитории, где будете вы заниматься, если поступите к нам в наш Казанский федеральный университет, Институт филологии и межкультурной коммуникации. Мне кажется, я обращаюсь к абитуриентам, к родителям. В самое ближайшее время нужно определиться с тем направлением, куда вы хотите поступить. Мы со многими из вас разговаривали, у вас пока окончательного решения нет, вы думаете, вы определяетесь, но это нужно сделать в самое ближайшее время, потому что вам в школе
нужно будет написать заявление с указанием, по каким предметам вы будете проходить испытания в формате единого государственного экзамена. И вам нужно вплотную готовиться к сдаче этих экзаменов. Все будет зависеть, насколько успешно, удачно вы сдадите единые государственные экзамены. Нам часто задают вопросы на днях открытых дверей, а сколько баллов нужно набрать для того, чтобы поступить на то или иное направление. Мы сегодня не можем дать ответ на эти вопросы. Это будет известно после того, как все абитуриенты сдадут свои документы, и мы уже увидим, какова же на сегодняшний день конкурсная ситуация. Поэтому вам нужно постараться на самые высокие баллы сдать единый государственный экзамен. Далее, в нашем университете, в нашем институте проходят олимпиады, конкурсы. Надо активно участвовать в этих мероприятиях. И есть несколько таких конкурсов, олимпиад, которые вам дадут при поступлении дополнительные баллы. Поэтому у моих коллег вы поинтересуйтесь, они сегодня вам расскажут. Далее, уже когда вы получите аттестаты, мы вас ждем с документами в нашем Казанском федеральном университете. Документы мы принимаем как в этом здании, так и в другом корпусе нашего университета. Но сегодня самая главная задача, я так считаю, у меня тоже несколько лет назад поступали дети в ВУЗ. Я прекрасно понимаю и состояние наших школьников, понимаю и состояние родителей, каково это, как это сложно, но нужно определиться, нужно вам сделать свой выбор, и нужно целенаправленно начать подготовку к поступлению. В нашем институте мы и для поступающих, для учащихся 10-11 классов, и для школьников более младшего возраста проводятся различные семинары, мероприятия. Об этом мои коллеги тоже расскажут. Если где-то кто-то забудет, задайте вопрос. Как на бесплатной основе, так и на платной основе мы проводим вот эти мероприятия. Несколько новых программ мы в этом году открываем в области русского языка, русский язык. Как, Анна Захарисовна? Русский жестовый язык, теория и практика перевода. Очень интересная программа. Данная программа будет реализовываться на площадке Высшей школы русской зарубежной филологии. Следующая программа «Пиар и связи с общественностью», копирайтинг и бренд-коммуникация. Это совершенно новая программа, и она очень востребована, очень актуальна на сегодняшний день. И в следующем году мы тоже будем принимать на эту программу. И еще одна интересная программа для тех, кто интересуется русской и татарской филологией. Мы открываем новую программу в области татарского языка, литературы и русского языка. Ну и по заказу Республики Татарстан мы будем принимать тоже на ряд новых программ. Коллеги мои об этом расскажут. Я хочу пожелать вам успехов, я хочу пожелать вам достижения поставленной цели. Барлық задавын ұшқартылым, мүмкін болған қадар тезірек сіз инде өзіңіздің келешекте оқиса, білім аласы, һәм һөнәрегез буларак сайлый торган белгечлек белән инде хәл итүегезне, ул белгечлек буенча карар кабул итүегезне көтәбез. И мое заключительное слово, пожелание: пожалуйста, следите за сайтом нашего института. Все новости, они будут появляться каждый день, поэтому вы не думайте, вот я сегодня посмотрел, потом через месяц вернусь, еще смотрю, что же там еще нового. У нас каждый день, каждый час появляется что-то новое, поэтому следите за сайтом, следите за соцсетями, и в этом случае мы с вами вместе достигнем общей цели. И уже через несколько месяцев в этом случае мы к вам обратимся к нашим студентам первого курса Института филологии и культурной коммуникации. Уңышлар үзегезгә, иң изге теләкләр и до новых встреч. Рахмәт.
У нас сегодня идет еще и одновременно онлайн-трансляция. Мы хотим тоже поприветствовать тех абитуриентов, родителей, которые с нами находятся онлайн, дистанционно. Их мы просим писать в чате все вопросы, которые у них возникают. У нас сразу специалист нашего центра отвечает на эти вопросы. Ну что ж, по программе мы с вами посмотрели. У нас действительно сегодня интересная программа. Я тоже хочу представиться. Меня зовут Царева Светлана Николаевна. Я являюсь помощником директора, курирую все вопросы, связанные с профориентацией и с работой с абитуриентами. Если кому-то нужен будет мой личный контакт для того, чтобы я вас сопровождала в течение этого года до момента поступления, пожалуйста, я здесь, обратитесь, мы с вами контактами обменяемся. Ну, естественно, конечно, у вас у всех сейчас стоят вопросы, как у нас уже Радиф Рифкатович сказал, то есть какой выбрать вуз, какое выбрать направление. Мы вас в этом прекрасно понимаем, но что касается Казанского федерального университета, то, конечно, здесь явные конкурентные преимущества. И ну, если вам нужно это доказать, то вот первый слайд перед вами, то, что это действительно старейший вуз. Он у нас третий в России после Московского и Санкт-Петербургского. Поскольку вуз является федеральным, то, конечно же, это бюджетные места, на которые вы можете претендовать. Их количество мы тоже сегодня скажем. Естественно, что это те ресурсы, которыми обладает федеральный вуз. То есть это и аудитории, это все лаборатории, комплексы спортивные, культурные, которыми вы будете пользоваться. У нас работают самые лучшие преподаватели, тут, в общем-то, мы скрывать это не будем, они действительно лучшие. Кроме того, учитывая специфику нашего учебного заведения, это еще и иностранные преподаватели, это носители языка, французского, испанского, английского. Ну и, конечно же, родители тоже беспокоят вопрос, с кем будут учиться наши студенты в будущее. Наш контингент – это олимпиадники, 100-бальники, это золотые медалисты. Поэтому ваш ребенок будет находиться в такой творческой, заинтересованной среде. То есть у нас студенты учатся. Они учатся, развиваются, и это действительно очень важно для того, чтобы вы понимали, что ребенок у вас движется в правильном направлении. Ну и, конечно, важный момент – это то, что это трудоустройство, они востребованы. И буквально каждый день у нас поступают заявки, в том числе и вчера. Вот я лично получила заявку от одной из школ, то есть даже студентов уже приглашают преподавать. Ну что ж, давайте мы с вами сейчас перейдем, ну то есть я вас уже убедила, что вы учиться должны, конечно же, у нас. Теперь будем выбирать направление подготовки. Итак, первая школа, которую я хочу представить, это сюда поступают те абитуриенты, которые у нас любят русский язык, иностранные языки, литературу. Это Высшая школа русской и зарубежной филологии имени Льва Толстого. И более подробно о направлении подготовки у нас расскажет доктор филологических наук, доцент Тарасова Финуза Харисовна, которая у нас является деканом этой высшей школы. Добрый день, уважаемые родители, добрый день, абитуриенты. Позвольте вас познакомить с теми направлениями и профилями, которые реализуются в Высшей школе русской и зарубежной филологии. Но прежде всего хочу сказать, если вы хотите быть успешными, если вы хотите владеть иностранными языками, как европейскими, так и восточными, если вы хотите быть академически мобильными и ездить на стажировки, то, конечно же, вам нужно поступать в Высшую школу русской и зарубежной филологии. И традиционно хочу представить два наших направления. Это первое направление – это филология. Вы видите, что одно из профилей – это филология, прикладная филология, русский язык и литература. Форма очная форма обучения. Чем она отличается от других программ? Хочу сказать, что, обучаясь на данной программе, вы будете изучать такие дисциплины, как корпусная лингвистика, компьютерная лингвистика, нейролингвистика, то есть те дисциплины, которые вам будут необходимы в дальнейшем, если вы пожелаете обучаться в одной из магистратур, потому что эта программа, она тесно работает с магистратурой и выходит на клиническую лингвистику.
Хочу обратить ваше внимание на выбор дисциплин вступительных испытаний. Вы знаете, что традиционно раньше было 3 дисциплины, которые были обязательны, и при отсутствии этих результатов ЕГЭ для поступления наши абитуриенты уже не могли поступать на те или иные профили. В этом году выборность этих дисциплин, она расширилась. Основными являются для поступления русский язык, литература. И посмотрите на 3-й экзамен ЕГЭ, это может быть и история, это может быть и обществознание, это может быть и иностранный язык. Это, конечно же, расширяет ваши возможности при выборе направления и, конечно же, профиля. Остальные, то, что вы видите на экране, посмотрите, пожалуйста, я не буду озвучивать, сколько бюджетных мест, все есть. Следующее направление, очень популярное направление, это зарубежная филология. Зарубежная филология иностранный, английский язык и литература, переводоведение. И еще одна программа, это зарубежная филология иностранный, испанский язык и литература, переводоведение. Это оригинальная программа, где очень хорошо чередуются дисциплины литературоведения, а также иностранного языка, и выпускники владеют 2 иностранными языками, несмотря на то, что здесь заявлен только один. Это есть возможность выбора 2-го иностранного языка, это немецкий или испанский. Хочу сказать, в последнее время испанский тоже стал очень популярным среди наших студентов. Здесь, конечно, регламентированы вступительные испытания, это иностранный язык, русский язык и литература. Эти 2 программы, они у нас очные. В прошлом году, по желанию многих абитуриентов, была открыта программа зарубежной филологии, иностранный язык, английский, переводоведение. Она очно-заочная. Что же это такое? Многие не понимают, что такое очно-заочная программа. Это означает, что вы можете совмещать работу и можете совмещать обучение. Наши студенты приходят к нам где-то 15:40, начинают свой заклад. То есть это дает возможность им и работать, и обучаться одновременно. Уже было сказано Радик Ревкатовичем, что в этом году мы объявляем очень новую, уникальную программу по лингвистике. Это русский жестовый язык. Наверное, все понимают, что такое жестовый язык, для кого это, да, это сурдопереводчики, теория и практика перевода. Данная программа, учебный план, чуть позже можно будет познакомиться. Она оригинально включает в себя как русский язык, как методика жестового перевода. И плюс эта программа насыщена английским языком. То есть этот сурдоперевод предполагает не только перевод с русского, но также и перевод с английского языка. Эта программа очно-заочная. И также здесь очень широкий круг различных дисциплин, которые вы можете выбрать при выборе ЕГЭ. Следующее направление – это педобразование. Педобразование. Хочу сказать, что, конечно же, эти направления очень востребованы абитуриентами. Одно из них, на которое подается всегда большое количество заявлений, это иностранный английский и 2-й иностранный язык. Что такое 2-й иностранный язык? Это на выбор. Немецкий, испанский, французский, это китайский, это может быть и турецкий, это может быть и арабский. То есть это все зависит от того, какое желание вы изъявляете и указываете в заявлении при поступлении. На данное направление это очная форма, она у нас 5 лет, потому что вы получаете возможность одновременно преподавать 2 иностранных языка. Вступительный – это иностранный, русский и обществознание. Следующее направление – это иностранный французский язык. Здесь уже, как вы видите, это 4-летнее обучение. Данное направление популярно тем, что у нас есть возможность студентов проходить стажировку в одном из французских вузов и одновременно после окончания данной программы получать диплом Казанского федерального университета, а также диплом Сорбонны. Этим пользуются наши студенты. В данный момент находится часть студентов на стажировке как раз во Франции. Следующее направление – это иностранный язык. Иностранный язык, но это в основном у нас для тех, кто желает изучать немецкий язык.
Почему немецкий язык? Потому что в нашем институте находится центр ДРД, через который мы имеем возможность привлекать именно с этой программы наших студентов к различным грантовым программам. Это и Erasmus, это и научные стажировки в вузах Германии, это также и практики, которые они там проходят. И последнее одно направление – это у нас заочное по педобразованию, иностранный английский язык. Оно также очень востребовано в связи с тем, что многие студенты хотят и работать, и обучаться. Данное направление, срок обучения 5 лет. Сами понимаете, что заочная форма чуть она будет по срокам обучения. И обратите внимание на количество бюджетных мест. 45 бюджетных мест. То есть вы имеете возможность обучаться на них бесплатно. Что хочется сказать? Я не буду сейчас говорить о тех возможностях, которые вы будете иметь после окончания данных направлений и профилей. Обратите внимание. Следующий. Представьте, пожалуйста. Это не только преподаватели, это также и у нас работники различных государственных учреждений, это переводчики, это и преподаватели частных школ. Многие из них имеют свои частные школы. То есть это очень большой профиль различных профессий. Что же помогает нашим студентам так успешно изучать иностранные языки? Обратите внимание, у нас для всех и для вас проходят встречи по пятницам. Любой из вас может прийти, любой из вас может присоединиться. Это у нас мастер-класс, разговорный английский с носителем языка, где подключаются и наши студенты, и вы, и можете успешно овладеть разговорным английским. Кроме этого, посмотрите те студенческие программы, те вузы, с которыми мы успешно сотрудничаем. И наши студенты имеют возможность ездить, кто-то на месяц, кто-то на 3, кто-то на полгода, а кто-то даже поступает в магистратуру после окончания бакалавриата в нашем институте. Следующий, пожалуйста. Кроме этого, мы также вам хотим показать те мероприятия, на которые мы вас приглашаем. Мы приглашаем на эти мероприятия на бесплатные консультации по языкам, по английскому языку, по немецкому языку, по испанскому языку. То есть вы, находясь дома, имеете такую возможность поговорить, совершенствовать свой язык, свои знания, задать вопросы, те, которые волнуют вас. Возможно, даже подтянуть какой-то материал, если вам это будет необходимо. Вся информация об этих бесплатных мастер-классах будет находиться на сайте нашего института. Наши преподаватели с радостью встретиться с вами в онлайн-режиме и ответить на все ваши интересующие вопросы. Спасибо за внимание. Большое спасибо. Вот чуть-чуть такое небольшое сделаю еще такую ремарку. Когда были подведены итоги 2021 года, какие же профессии выбирали абитуриенты, то есть наиболее востребованные, ну, на первом месте были IT-специальности, на втором месте была математика, потому что сейчас ей уделяется большое внимание. Что же касается третьего места, то его разделили экономика, юриспруденция и филология. Почему именно филология, наверное, мы тоже все понимаем, потому что все сейчас хотят изучать иностранные языки, все хотят их знать, поэтому большая востребованность в этих преподавателях и в онлайн-школах, и в обычных школах, и, в общем-то, ну, я думаю, что мы уже понимаем, да, то, что это действительно очень востребовано. Поэтому те, кто у нас заинтересовались непосредственно теми направлениями подготовки, о которых вы сейчас услышали, когда у нас будет экскурсия, пожалуйста, подключайтесь к нашему декану, вы пройдете вместе с ней на экскурсию, вы зададите все ваши вопросы, которые у вас возникнут, вы посмотрите, где учатся наши студенты, это действительно очень интересно. Ну а сейчас мы переходим к информации для тех, кто изучает и хорошо знает татарский язык, для тех, кто хочет дальше быть специалистом в этой области, кто хочет стать блогером, СММщик, пиар. Вот предоставляю слово. Это у нас Высшая школа национальной культуры и образования имени Кутулы Тукая.
Расскажет об этом нам декан высшей школы, кандидат педагогических наук, доцент Мирзалетов Рамиль Хамитович. Добрый день, уважаемые абитуриенты, родители. И прежде чем начнем рассказывать о тех направлениях, по которым мы планируем прием в 2022 году, несколько слов хочу сказать о нашей высшей школе. На базе нашей высшей школы мы готовим специалистов в области татарского языка и татарской литературы, иностранного языка, китайский, турецкий, английские языки, дизайнеров, журналистов. И с 2018 года, как уже сказал директор, учителей полилингвалов и билингвалов по таким профилям, как математика, физика, иностранный язык, музыка, ИЗО, история, обществознание, начальное образование и дошкольное образование. В настоящее время в нашей высшей школе работает около 100 преподавателей и учатся более 1300 студентов. Большое внимание в нашей высшей школе уделяется социально-воспитательной работе и творческим коллективам. Функционирует целый ряд творческих коллективов на базе нашей высшей школы. С 1996 года ведет творческую деятельность молодежный народный театр «Мизгель». Сыгранные за эти годы спектакли получили теплый отклик от театральной общественности, и несколько спектаклей были показаны по республиканскому телевидению ТНВ. Также функционирует танцевальный коллектив «Ешлик», ансамбль народной песни «Завница», вокально-инструментальный ансамбль «Бейрам». Эти коллективы принимают активное участие во всех мероприятиях университета, города Казани и республики, а также являются лауреатами и победителями многочисленных конкурсов всероссийского и международного уровня. Для начинающих поэтов и писателей работает литературно-творческое объединение «Аль-Люки», куда с удовольствием ходят студенты не только нашей высшей школы, но и всего университета. В высшей школе реализуется более 20 образовательных программ бакалавриата, 7 образовательных программ магистратуры и 4 программы аспирантуры. В 2022 году планируем набрать студентов на следующие программы. По направлению подготовки специалистов в области татарского языка и литературы, как и прежние годы, набираем 2 группы. Одну по образовательной программе педагогообразования татарский язык, литература и русский язык. Это новая программа. Срок обучения 5 лет. Выделено 25 бюджетных мест. Вступительные испытания ЕГЭ по русскому языку, обществознанию и внутренний экзамен по татарскому языку. Экзамен будет проходить письменно, в форме тестов, и очно, и дистанционно. Вторую группу набираем по образовательной программе «Филология, татарский язык, литература, журналистика». Программа реализуется совместно с акционерным обществом «Татмедиа». Выделено также 25 бюджетных мест, вступительные испытания русский язык, татарский язык и на выбор абитуриента. Абитуриент может выбрать результаты единого государственного экзамена по одному из перечисленных дисциплин, либо обществознание, или история, или иностранный язык. Срок обучения здесь 4 года. Данное направление ориентировано на подготовку филологов-бакалавров в области татарского языка и литературы и для журналистов для работы в разных средствах массовой информации, в том числе и на телевидении, но на татарском языке. Впервые в следующем году набираем студентов на направление рекламы и связь с общественностью, на профиль копирайтинг и бренд-коммуникации. Это очень востребованное направление, и многие предприятия, организации, фирмы ждут специалистов именно этого профиля, этого направления. Ни для кого не секрет, что сегодня для того, чтобы вести успешный бизнес, необходимы специалисты, способные грамотно продвигать бренд в сети интернет, выстраивать эффективные коммуникации с потребителем. Именно таких специалистов мы и планируем готовить. Программа будет реализована на отделении дневного обучения. Срок обучения 4 года. Что касается вступительных испытаний, абитуриенты должны сдать ЕГЭ по русскому языку, по обществознанию и на выбор абитуриента – история, информатика или иностранный язык. Завершив обучение по данной программе, выпускник может работать в издательских и рекламных фирмах, на крупных предприятиях, в типографиях, средствах массовой информации и так далее в качестве специалиста по рекламе, копирайтера, медиабайера, пиар-менеджера, бренд-менеджера, специалиста в области графических коммуникаций и так далее. Более подробно об этой программе, об этой новой программе расскажем во второй части нашей встречи после лекции по русской литературе.
На следующем слайде вы видите направление подготовки, по которым планируется организовать прием студентов по заказу Республики Татарстан. Подготовка и полилингвальных педагогических кадров в нашей высшей школе реализуется с 2018 года. На сегодняшний день по данному проекту обучается 526 студентов, а в этом году планируем набрать 5 групп по 25 человек на дневное отделение по следующим профилям. Это математика и иностранный английский язык, начальное образование и иностранный английский язык, иностранный английский язык и второй иностранный язык. По этим направлениям мы принимали и раньше, и в этом году в том числе. А вот следующие две направления, это новые, набираем впервые. Это музыка и иностранный английский язык, вступительные испытания русский язык, обществознание ЕГЭ и внутренний экзамен по музыке. По музыке сдает комплексный экзамен, включающий музыкальный инструмент, сольфеджио и вокал. И второе направление новое – изобразительное искусство и иностранный английский язык, вступительные испытания русский язык, обществознание ЕГЭ и внутренний экзамен по основам изобразительного искусства. И по музыке, и по основам изобразительного искусства экзамены пройдут в гибридной форме во второй половине июля. И в течение года будут проходить занятия очно и дистанционно по подготовке к этим экзаменам. Более подробно о творческих экзаменах и о подготовительных курсах будем говорить во второй части нашей встречи. И на отделении заочного обучения планируем набрать одну группу в количестве 25 человек. Это выпускники педколледжей набираем на профиль начальное образование и дошкольное образование. Обучение вот в этих 6 программах осуществляется за счет средств бюджета Республики Татарстан. Это договорные группы, контрактники, но за обучение платят не сами студенты, а республика. Кроме того, студенты очной формы обучения получают стипендии в размере 15 тысяч рублей в месяц. И абитуриенты для того, чтобы подать документы на эти направления, заключают договора о селевом обучении с общеобразовательными учреждениями, то есть школами Республики Татарстан, в которых в дальнейшем, по окончании обучения, они обязуются отработать не менее 5 лет. А на следующем слайде представлены образовательные программы магистратуры по направлению филологии и по направлению педагогического образования, по которому мы планируем набор в 2022 году. И на следующем слайде представлена информация о проводимых мероприятиях для абитуриентов в течение этого учебного года. Особо хочу обратить ваше внимание на последний пункт. Ежемесячно будут проводиться бесплатные курсы для абитуриентов по подготовке к сдаче внутренних экзаменов по музыке, по основам изобразительного искусства и татарскому языку. Ждем вас на этих курсах и ждем вас в нашей высшей школе, в нашем институте. Спасибо за внимание. Все, кто у нас планирует поступать на данное направление и хочет получить какую-то дополнительную информацию, пожалуйста, добавляйтесь потом на экскурсию непосредственно к Рамилю Хамитовичу, вы все посмотрите. От себя хочу сказать, что действительно полилингвальные школы – это такая фишка именно нашего региона Татарстана. То есть вот у нас сегодня пришли ребята из школы Адымна. Это школа, которая действительно европейского уровня, да даже не то, что европейского, а, наверное, еще лучше уровня. Поэтому работать в такой школе одно удовольствие. Такие замечательные дети там учатся. Мы уже прониклись к ним симпатией, очень хотим, чтобы они к нам поступили именно на это направление. Так, ну что ж, мы с вами идем дальше. Русский язык, он, конечно, востребован не только у наших российских граждан, да, но естественно, что русский язык очень активно сейчас изучают во всем мире. Если такую небольшую статистику сказать, то что, например, в Китае огромный спрос на изучение русского языка, и поэтому те, кто обучается по направлению подготовки русский как иностранный, это востребованные специалисты на рынке труда. То есть они крайне необходимы не только в Казани, в стране, в мире. Для того, чтобы получить вот именно данную профессию, мы обратимся в Высшую школу русского языка и межкультурной коммуникации. И слово предоставим заместителю декана этой высшей школы Спиридонову Александру Владимировичу. Он нам сейчас все очень подробно расскажет.
Итак, наша высшая школа, да, третья высшая школа русского языка, межкультурной коммуникации и индивидуальной культуры. На слайде вы можете увидеть, что в составе нашей высшей школы функционируют 4 кафедры. Ну, во-первых, это кафедра русского языка и методики его преподавания, кафедра русской литературы и методики ее преподавания, соответственно, кафедра контрастивной лингвистики и кафедра русского языка как иностранного. Посмотрите, пожалуйста, следующий, это профиль 44.03.05, педагогическое образование с двумя профилями подготовки. Здесь несколько наименований профиля подготовки. Во-первых, русский язык и иностранный, английский язык. Да, как вы можете увидеть, срок обучения 5 лет, форма обучения очная и вступительные испытания. Это русский язык ЕГЭ, история, литература, иностранный язык, математика, информатика ЕГЭ, обществознание ЕГЭ. Также здесь есть такой профиль, как русский язык и литература. Срок обучения 5 или 5,5 лет, в зависимости от того, какая форма обучения, очная или очно-заочная. Ну и что касается испытаний, это русский язык, история, литература, иностранный язык, математика, информатика ЕГЭ, обществознание. Следующий профиль 44.03.01 педагогическое образование. Здесь, соответственно, именно русский язык. Срок обучения, посмотрите, пожалуйста, 4 года. Форма обучения очная и вступительные испытания. Это русский язык ЕГЭ, обществознание ЕГЭ, литература и история тоже, соответственно, ЕГЭ. Дальше 45.01 филология. Прикладная филология, русский язык как иностранный, с углубленным изучением иностранных языков. Здесь срок обучения также 4 года. Форма обучения только очная и вступительные испытания. Русский язык ЕГЭ, литература ЕГЭ, иностранный язык или обществознание также ЕГЭ. Следующее 45.02 лингвистика. Но, как вы можете видеть, это, конечно, именно для иностранных граждан, язык иностранный. Поэтому здесь я подробно останавливаться не буду, так просто как для ознакомления. Что касается магистерских программ, в следующем учебном году, смотрите, пожалуйста, есть направление педагогическое образование, это профиль преподавания русского языка и литературы в средней и высшей школе. Здесь количество бюджетных мест 13, форма обучения очная. Филология, русский язык как иностранный. Здесь количество бюджетных мест 5. Также очная форма обучения. Филология, международная профессиональная коммуникация в евразийском пространстве. Это новая программа. Также 5 бюджетных мест здесь предусмотрено. И русский язык и литература в пространстве мировой культуры. Что касается вступительных испытаний, вы можете увидеть, это устный экзамен по профилю. Ну и следующий слайд, это уже членство в профессиональных ассоциациях. Например, Российское общество преподавателей русского языка и литературы, Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы, ну и так далее. Все, спасибо за внимание. Большое спасибо. Кого заинтересовали данные направления подготовки, пожалуйста, на нашу нетворкинг-экскурсию присоединяйтесь к Александру Владимировичу, вы с ним все посмотрите. Еще раз хочу напомнить, что те, кто нас смотрит онлайн, пожалуйста, пишите ваши вопросы в чате, мы на них оперативно отвечаем. Ну, что касается всех ваших вопросов, связанных с поступлением, наверное, всем интересно, какой был средний балл. Интересно, нет? Да? Так, ну вот у нас там самые заинтересованные, сейчас мы ответим обязательно на их вопросы. Поэтому все, что связано с поступлением, с баллами, с другими важными моментами для вас, сейчас нам расскажет руководитель Центра сопровождения образовательной деятельности Алмаз Ильдарович Закиров. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые клиенты, гости нашего мероприятия Дня открытых дверей, педагоги, родители. Мы рады всех вас приветствовать в стенах нашего института сегодня на Дне открытых дверей. И прежде чем начну выступление, я хотел сделать такую оговорку, что в течение 3 последних лет за прием в наш институт непосредственно отвечал я, поэтому у меня есть некоторый опыт тоже в этой части, да, и надеюсь, что та информация, с которой я с вами поделюсь, она будет полезной также для вас. Начну я с подведения итогов приемной кампании 2021 года. Наверное, вам будет интересно узнать, сколько мы студентов набрали, какие направления были наиболее востребованными, какой был
средний балл, как вы сказали. Итак, значит, в рамках приемной кампании 2021 года мы принимали всего на 35 образовательных программ. Это 23 программы бакалавриата и 12 программ магистратуры. В основном это все очные программы, но также среди наших программ имеются очно-заочные программы и заочные программы. Всего было принято на обучение 1178 студентов, 460 студентов на бюджетную форму обучения, а также 669 на контракт, а также 49 студентов, это студенты, поступившие это иностранные студенты, поступившие в рамках квоты Министерства науки и высшего образования. Значит, всего, значит, если говорить о среднем балле ЕГЭ, поступивших на бюджетную форму обучения, на бюджетные программы бакалавриата очной формы, то он составил в этом году 82,34 балла. Что касается конкурса, то примерно было по институту 24 заявления на место. В этом году мы приняли 31 100-бальника, 25 бальников по итогам сдачи ЕГЭ, а еще 26, точнее, и 5 100-бальников это у нас 100-бальники по итогам участия и победы тех, кто заняли призовые места в перечне в олимпиадах. Двое из этих 100-бальников поступили без вступительных испытаний. Они приравнены к лицам, набравшим 300 баллов на ЕГЭ. Теперь, что касается значит, предстоящего приема в 2022 году, то количество бюджетных мест примерно такое же, как в этом нам выделено, 465, всего на 5 бюджетных мест больше. 299 мест – это значит, программа бакалавриата, и еще 166 бюджетных мест выделено на программу магистратуры. Всего же мы рассчитываем принять более 1000 студентов с учетом студентов, которые также поступят к нам на контрактное обучение, а также иностранных студентов, принятых на первый курс. В будущем году впервые будет осуществляться прием на такие программы бакалавриата, как рекламные связи с общественностью, кооператив и бренд-коммуникации, далее лингвистика, русский, жестовый язык, теории и практика перевода, педагогическое образование с 2 профилями: изобразительное искусство и иностранный английский язык, в полилингвальной образовательной среде музыка и иностранный английский язык в полилингвальной образовательной среде, а также на магистерскую программу русский язык и литература в пространстве мировой культуры. Далее, что касается сроков приема, то прием документов в рамках основного конкурса традиционно стартует 20 июня. На все 20 июня, то есть старт приема документов на все формы и уровни обучения, как на бюджет, так и на контракт. Я же подробнее остановлюсь на сроках в рамках бюджетного конкурса на места в рамках программы бакалавриата. Значит, старт приема документов 20 июня. Для тех, кто поступает по ЕГЭ, прием будет продолжаться до 25 июля. Те же абитуриенты, которым предстоит сдавать внутренние вступительные испытания, прием продолжается до 15 июля. В период с 16 по 25 июля пройдут внутренние вступительные испытания. 27 июля будут опубликованы конкурсные списки. 28 июля завершается прием заявления о согласии на зачисление от лиц в рамках приоритетного этапа зачисления, а 3 августа в рамках основного этапа зачисления. Приказ в рамках приоритетного зачисления издается 30 июля, а в рамках основного этапа зачисления 9 августа. Также вы видите на экране сроки для поступающих на контрактную форму обучения. Там значит, сроки по началу и завершению приема документов совпадают, сроки вступительных испытаний те же, публикуются конкурсные списки
13 августа, дополнительные сроки 27 августа. И также, значит, что касается приема согласия на зачисление на первом этапе, он завершается 14 августа и издается приказ на следующий день, 15 августа. И на втором этапе прием согласия на зачисление 28 августа заканчивается. И выходит уже второй приказ 29 августа. Далее часто абитуриенты задают вопросы, какие документы им необходимо предоставить в приемную комиссию. Да? Значит, хотел бы тоже их перечислить. Вам потребуется приготовить, значит, копию паспорта, это основная страница, а также страница с пропиской. Далее документ об образовании, аттестат, либо диплом об образовании, а также приложение к нему 4 фотографии 3×4, матовая бумага, цветная или черно-белая, это уже не важно. Да. Те, кто поступает в наш институт на направление педагогическое образование, им также потребуется медицинская справка по форме 086О. Приемная комиссия также рекомендует предоставить копии ИНН и СНИЛС. Она потребуется для тех, кто будет получать стипендию, а также тем, кто, значит, заселяется в общежитие. А уже также хочу обозначить и назвать некоторые документы, которые уже потребуются на этапе подачи документов. Вам предстоит также написать согласие на обработку персональных данных, которые вы оставляете в приемной комиссии, заявление о приеме. Напомню, что начиная вот с этого учебного года абитуриенты имеют возможность подавать в КФУ на 5 направлений подготовки. Далее еще есть один такой документ, который называется согласие на зачисление. Это уже заявление о согласии на зачисление. То есть, независимо от того, сколько вузов и на сколько направлений подготовки вы подали заявление, именно вот это вот заявление о согласии на зачисление будет решающим, то есть вы его имеете возможность подать только на одно направление, и поэтому уже куда вы подадите, туда и будете в итоге зачисляться и участвовать в конкурсе именно на это направление. То есть необходимо будет определиться с вашим выбором в конечном счете уже на этапе буквально перед изданием приказа. Мы уже озвучили сроки, да? Далее наши уважаемые деканы уже в рамках своих выступлений рассказывали о тех профориентационных мероприятиях, которые мы проводим в течение учебного года для наших абитуриентов, для старшеклассников. Но я хотел бы еще раз обозначить именно те, которые дают льготы при поступлении в наш университет. Первый – это Всероссийская научная конференция «Конкурс учащихся имени Льва Толстого». Отборочный этап у нас завершился буквально вчера, был последний день. 2 декабря мы ждем уже прошедших отборочный этап к нам на очный тур. Эта олимпиада у нас попала в перечень Министерства просвещения, перечень мероприятий Министерства просвещения, поэтому победители могут рассчитывать, победители, обучающиеся в этом году в 11 классе, могут рассчитывать на дополнительных 5 баллов, призеры 3 балла при поступлении. Следующее мероприятие – это межрегиональные предметные олимпиады КФУ. Наш институт, в частности, участвует в проведении 4 профилей данной олимпиады. Это такие профили, как русский язык, литература, татарский язык, музыка. А всего же по университету проводятся эта олимпиада по 21 профилю, практически по всем общеобразовательным предметам. Также олимпиада вошла в перечень мероприятий Министерства просвещения, поэтому также льготы при поступлении 5 или 3 дополнительных балла. Но хочу здесь сделать оговорку, что по ряду профилей данная олимпиада попала в перечень олимпиад школьников Министерства науки и высшего образования. То есть победители именно вот по этим профилям, да, могут претендовать на поступление без вступительных испытаний, либо же на получение 100 баллов по предмету, по дисциплине, которые соответствуют профилю олимпиады. Это такие, значит, дисциплины, как математика, физика, химия. Что касается гуманитарного цикла,
история, иностранный язык и русский язык. Русский язык как раз-таки проводит олимпиаду по русскому языку наш институт, и всем вам не предстоит сдавать экзамен по русскому языку, независимо от того, куда вы будете поступать. Здесь еще до 30 ноября есть возможность, до 30 ноября у вас есть возможность зарегистрироваться и пройти отборочный этап. Уже очный тур состоится с 10 января по 8 февраля 2022 года. Далее еще одно мероприятие. Впервые мы участвуем в его проведении. В качестве соорганизатора выступает Казанский федеральный университет. Прошу прощения, нет, я еще забыл выпустил. Всероссийская научная конференция учащихся имени Лобачевского. Она пройдет у нас в начале следующего года, с середины января, примерно до конца марта. Также перечень попал в перечень Министерства просвещения, и победителям начисляется 5 баллов, призеру 3 балла. А вот теперь уже, значит, хочу сказать о мероприятии, которое мы проводим впервые в качестве соорганизаторов. Это Северо-Восточная олимпиада школьников. В частности, наш институт участвует в проведении профиля филологии, родные языки, родная литература, татарский язык, татарская литература. Эта олимпиада попала также в перечень олимпиад школьников Министерства науки и высшего образования, и победителя этой олимпиады при условии сдачи ЕГЭ по русскому языку не ниже, чем на 75 баллов, на две наши программы могут поступить без вступительных экзаменов. То есть они будут приравнены к лицам, набравшим 300 баллов. Это педагогическое образование, родной татарский язык, литература и русский язык, а также филология, прикладная филология, татарский язык, литература, журналистика. Далее, что касается мероприятий для абитуриентов, в течение года мы планируем проводить также дни открытых дверей в очном и дистанционном форматах. У нас уже несколько лет практикуется такое мероприятие, как Инсталайф, когда, значит, представители института, деканы, и я в том числе участвовал каждый год. Мы, значит, проводим день открытых дверей на платформе, на базе инстаграм-аккаунта Казанского федерального университета, и отвечаем также на вопросы наших абитуриентов. В заключение хочу сказать, что у вас будут возникать вопросы, связанные с поступлением на разных этапах. И сейчас, когда вы выбираете, какие ЕГЭ вам необходимо будет сдавать, да, и уже на этапе подачи документов, и вплоть до выхода приказа. Поэтому вот на экране вы видите контакты Центра профориентационной работы и взаимодействия с работодателями нашего института. Добро пожаловать. Мы готовы принимать вас и очно, и готовы консультировать вас как по телефону, так и по электронной почте. Вот адреса указаны. Также вся актуальная информация у нас публикуется на официальном сайте института. Есть раздел для абитуриентов, также по блокам для поступающих на программу бакалавриата, на программу магистратуры, а также у нас есть свой аккаунт для абитуриентов в социальной сети ВКонтакте. Вы все получили буклеты во время регистрации, все ссылки на эти буклеты имеются. В общем, у меня на этом все. Благодарю за внимание. Теперь готов ответить на ваши вопросы. Я чуть-чуть хочу внести корректировки у нас, потому что, к сожалению, тайминг нарушается. Да? Давайте мы сделаем таким образом. Сейчас то, что вот вы рассказывали, мне кажется, чуть-чуть уже наши абитуриенты как-то так испугались, особенно когда пошло согласие о зачислении и так далее. Вот у нас, поскольку мы сегодня стартуем с приемной кампанией, да, вот мы начинаем такой новый формат, который у нас называется «Школа абитуриентов». Те, кто у нас фотографирует нашу презентацию, я хочу сразу сказать, что она уже сегодня будет в нашей группе ВКонтакте в полном объеме. Ее там можно будет посмотреть, показать родителям, там же у нас будет трансляция. Итак, вот эта школа абитуриента у нас будет работать с 1 декабря по 1 сентября. Почему 1 сентября? Потому что вы станете уже нашими студентами.
Вот весь этот период, весь этот учебный год, 9 месяцев, мы полностью вас сопровождаем по всем направлениям. Какие у нас предусмотрены проекты? Да, ну, во-первых, для кого? Понятно, что это все мы делаем для вас, для наших любимых абитуриентов, родителей. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы вы вот в течение этого периода действительно сделали свой правильный, осознанный выбор. То есть, чтобы потом в сентябре, в октябре вы не думали о том, что вы не туда поступили, что, в общем-то, вам не очень нравится. Но это не про нас, я говорю. Поэтому в течение вот этого периода времени, пока вы будете в нашей школе абитуриента, вы сможете полностью погрузиться в нашу студенческую семью. И какие у нас проекты? Ну вот проект, который мы предлагаем, тест-драйв, это как раз все те мероприятия, которые вы будете очно посещать в нашем институте. Это дни открытых дверей, это различные квесты, квизы. В общем, все, что современное только можно придумать, все будет именно в этом проекте. Следующий проект, сразу говорю, что все это абсолютно бесплатно. Следующий проект – это «Готовься к ЕГЭ». Здесь у нас будут еженедельные консультации по подготовке к ЕГЭ. Кстати, одно из них с нашим экспертом, который сегодня с вами будет работать по литературе, это литература и русский язык. Следующий проект – это «Учи иностранные языки». Тоже уже немножко анонсировали. Здесь у нас будут с вами работать абсолютно бесплатно в режиме онлайн и офлайн преподаватели, в том числе иностранные. «Поступай правильно». Это как раз тот проект, который будет действовать у нас в течение всего лета, начиная с 1 июня, когда у нас будут консультации по тому, как правильно подать документы, зарегистрироваться в личном кабинете, как вот это вот согласие на зачисление все-таки наконец-то подать, чтобы не остаться за бортом, чтобы быть именно студентом нашего Института филологии и межкультурной коммуникации. И еще один проект, который у нас буквально родился вчера вечером, и здесь мы его не успели продемонстрировать, это проект Art Skills. Это будут творческие площадки. Презентация этого проекта у нас будет буквально 8 декабря. Проект для тех, кто у нас музыкальный, кто у нас рисует, поет, танцует, и в том числе другое направление. Здесь же те, кто у нас видит себя в будущем в направлении пиар, СММ, коммуникации, блогеры и все вот это вот современное. Каким образом попасть к нам в эту школу абитуриентов? У нас есть группа ВКонтакте, она абсолютно новая, поэтому не пугайтесь, что там пока еще она у нас действует буквально парочку дней. Она создана специально для этого проекта, для абитуриентов этого года, для школы абитуриентов. Она называется «Абитуриент ФМК КФУ». QR-код у нас есть в буклетах, QR-код можно сфотографировать. Уже сейчас у нас там есть анонс по этой школе абитуриента, можно регистрироваться, можно включаться в наши ряды. Там же будет анонс абсолютно всех мероприятий, еженедельных, ежедневных. Пожалуйста, будьте с нами. Мы очень хотим видеть вас нашими студентами. Но для этого, конечно, нужно правильно сейчас выбрать ЕГЭ, нужно его хорошо сдать, готовьтесь с нами. Сейчас мы сделаем следующим образом. Поскольку у нас несколько раз дублируются вот такие моменты общения, у нас сейчас мы для наших 11-классников проведем консультацию по сочинению. Она, в принципе, нужна вам всем. Вы все 1 декабря пишете это сочинение. Поэтому воспользуйтесь этой возможностью. Это последний такой у вас уже завершающий будет штрих. Наш преподаватель, эксперт ЕГЭ, она вам действительно подскажет какие-то свои, так скажем, лайфхаки, которые вам нужны будут, да? Вот. То, что вы можете использовать. Родителей мы приглашаем на отдельную консультацию в кабинет напротив. Давайте мы их выпустим, немножечко подвигаемся. Родители зададут все вопросы переживательного характера. Вот. Что касается экскурсии, вот там вы зададите все вопросы. Будут вопросы к Алмазу Эльдаровичу, вот здесь. Будут вопросы ко мне,